Алима Набиева. Но Алим Набиев прекрасно известен нам по турнирам и G-Pro, и W5. Вообще великолепный кикбоксер, молодой. И всего 20 лет ему, несмотря на это, имеет огромный опыт за плечами. Ну, выступал на легенде тоже. Да, здравствуйте. Я Петр Новосильцев. Опять присоединился к вам. И я думаю, что этот бой будет один из самых интересных. Ну, как говорят в подобных случаях, co-main event. Второе, можно так сказать, событие вечера. Да вообще, любой бой, где появляется Алим, очень зрелищный. И не зря у него прозвище профессора, очень умный. И бывало так, что соперников, которые мощнее, чем он, и сильнее чисто физически разбирал. Бывало так, что соперников, которые мощнее, чем он, и сильнее чисто физически разбирал именно за счет тактики, за счет своего ума. Но здесь ему будет тоже непросто. Кумар давно уже выступает, еще был чемпионом Арбата в свое время по WBKF. Вот. Я думаю, что сейчас интрига будет точно до конца. Очень аккуратно начали спортсмены этот поединок. Да. Подкрадывается Алим к сопернику и периодически упреждает его фронт-киками для того, чтобы тот не рванулся вперед. Был поаккуратнее тоже. Взрывается Алим Набиев. Алим недавно перешел в этот вес. Проводит всего второй бой в весовой категории до 76,2 килограммов. Ну, вообще он растет. У нас был чемпионом 71. Показал классные бои в восьмерке в Нижнем Новгороде. Победил там и легендарного тайца Чекбина нокаутом. Да, прекрасно помню этот бой. Настоящая была война тоже. Эта война была реальная. И Алиму сейчас тоже непросто, потому что весовая категория другая. Немножко другой подход, другие удары. Да, соответственно, тем зрителям, которые не очень часто следят за соревнованиями по единоборствам вообще, попадает сейчас Набиев очень тяжело по своему оппоненту, и сразу же включается у него инстинкт убийцы, пытается добить. Еще одно попадание. И вновь коленом. Снова! Терпит Кумар Жалиев. Да, вот так. Рефери отсчитывает первый нокдаун. Да, стоячий нокдаун. И вот Алим Набиев весь в этом сейчас подбадривал он публику, чтобы поддерживали его. Да. Что же сейчас происходит? Рефери просят доктора. Там сечка, я так понял. Да, рассечение у Кумара Жалиева. Но я не думаю, что там что-то серьезное. У нас очень серьезные доктора, хорошие. Я думаю, сейчас восстановят Кумара Жалиева, и он продолжит бой. Вот он, пропущенный удар как раз. Очень сильный правый боковой. Да, ну и колени, конечно, Алим Набиев включает прям очень своевременно и очень страшно, так скажем, со стороны это выглядит. Так вот, по поводу весовых категорий. Когда спортсмен переходит в более высокую весовую категорию, и в смешанных единоборствах, и кикбоксинге, получается такая история, что, допустим, в категории до 76 люди гоняют с 85. Вот удар. Да, когда была сечка. Алим очень быстро вырос просто. Он был всегда легкий. А потом резкий скачок буквально год назад. И он продолжает расти еще. То есть вполне возможно дорастет и до тяжелого. Но он, насколько мне известно, гнал с 82 килограмм. Тоже аскетический образ жизни вел. Тренировался, тренировки из зала в основном. И вот сейчас вы видите готового спортсмена. Ну да, любой профессиональный спортсмен высокого уровня, особенно такого, как Алим Набиев, это прежде всего, да, очень многие видят только вершину айсберга, видят вот этот блеск и славу, а аскеза, которая за этим стоит, вся жизнь, которая построена на определенных очень жестких правилах, которые ни в коем случае нельзя нарушать, иначе разрушится все, что создавалось годами, этого, конечно, зрители не видят. По-другому не получится. Если выходят в ринг или вообще на дорожку беговую супермастера в высокой категории, то там решает доли секунд. Кто больше тренировался чуть-чуть, тот и выигрывает. Кто немножко более одарен и в то же время работает над собой. У того есть маленькое преимущество.
Ну да, зачастую бывает, что кто-то более одарен, но зато другой более трудолюбив. И как раз вот такие пахари тоже и добиваются очень многого. Там, где не хватает таланта, возможно, компенсируют трудолюбием. И это часто бывает, на самом деле. Но вот Алим Набиев, возвращаясь к этому спортсмену, стоит заметить, что как раз такое сочетание и трудолюбия, и редкого таланта. Да, очень интересный, хороший спортсмен. Я рад, что он выступает на наших турнирах. Я всегда смотрел на него, когда он дрался на W5. Еще обратите внимание тоже на шортах Алима Набиева. 3 флага. Флаг Украины, флаг России и Азербайджана. Ну, собственно, он родом из Азербайджана. Очень долгое время жил и тренировался в Полтаве. И вот уже последние годы живет в Российской Федерации. Алим очень по жизни миролюбивый человек. Вот, и он в этом плане молодец. Он чтит те территории, на которых он жил. Вот, и Алим относится к той плеяде спортсменов, которые воюют только в ринге. Так, вновь, как и первый раунд, начинается с разведки. И выцеливает Алим своего оппонента. Очень хорошо на сближении работает коленями. Но пока что не может найти Кумар Жалиев противоядие своему оппоненту. Причем Алим понимает, что сопернику очень туго приходится и пытается наращивать темп. Ну, видна нехватка профессиональных боев у Кумара. Видно, что он давно не дрался по профи. А Алим уже боксирует постоянно, у него где-то... Ох, какой бэкфист сейчас просвистел буквально в миллиметрах от лица. Алим обеспечен профессиональными боями, он боксирует по 5-6 раз в год, а то и больше. Поэтому более опытный. Ну и талант еще играет роль, конечно. Да, но плюс работоспособность. Да, 20, даже какой 30 уже поединков профессиональных у Алима Набиева, 20 лет. Ну, для России это очень много. Не знаем, потому что в Голландии, да, в Таиланде это нормальная история, но для нашего спорта... Алим это вполне созревший спортсмен. И хочется мне тоже поблагодарить ребят из W5, которые его вели. Здорово они его подвели к этому уровню. Вот. Алим великолепно показывает свои бои. Ну и слава добрые промоутерам тоже. Кумар Жалиев отступает, пытается огрызаться, но больше намного попадает Набиев. Вновь загоняет соперника в угол. А вот в такой позиции Жалиеву ни в коем случае нельзя застаиваться, потому что только вопрос времени. Коленями отрабатывает очень мощно по корпусу сейчас Алим Набиев. Вот вы заметили, наверное, вот это 3 секунды, то, что дается по нашим правилам, работа коленями определяется. Она очень красиво, интересно. В голову попадает сейчас коленом. Ну, я думаю, больше все-таки в руку, а не в голову. Показалось. Была защита. Но вы знаете, удары через руку тоже очень сильные. Тем более колено, это грозное оружие. Да, сквозь защиту даже периодически так взлетает голова соперника, что создается ощущение, что было прямое попадание. Конечно, да. Ну, тут Алим Набиев имеет явное преимущество. Он постоянно атакует. Очень агрессивно и умно ведет поединок. Вновь загнал соперника в угол. Очень грамотное движение показывает Алим Набиев. И великолепно переключается. У него работа. Ноги, руки, колени. Очень гармонично, здорово работает. Ну, надо отдать должное стойкости Кумара Жалиева, который все-таки выдерживает этот напор Алима. Да, Кумар Жалиев, но да, не получается у него на равных противостоять вот этой огневой мощи Алима Набиева. Но абсолютно я с вами согласен, делает все, что может парень. Отдадим должное его смелости, его воле. Посмотрим, что предпримет в последнем раунде наш гость из Киргизии. У него единственный шанс выиграть — это нокаутировать Алима. Другого шанса я пока не вижу. Вот видим, что Руслан Кривуша вновь использует всю минуту полностью для того, чтобы тактически какие-то ремарки внести.
ведения поединка Алима Набиева. Ну, Руслан очень умный тренер, грамотный. Я еще раз повторюсь, мне очень нравится его методика. Ну и сами видите по результатам. Они сейчас в ринге, и его воспитанники, его ребята. И вновь многоударная комбинация Алима Набиева. Раз за разом вот он загоняет в угол своего оппонента. Поймал кураж Алим. Видно, что не дает он ничего сделать Кумару. Полное превосходство в ринге, полное. Хозяин. Ох, какой тяжелый сейчас был левый боковой. К этому все и шло. Да, нокдаун, и как-то обреченно сейчас смотрится Кумар Жалиев, а использовал этот момент Алим для того, чтобы поджиматься. Ну, в общем, да, такой элемент шоу. И закончен поединок. Я вот в данной ситуации абсолютно согласен с рефери. Да, я думаю, это правильное решение. Ну, Сергей Майфат, это опытнейший рефери. С давних времен он в ринге сам является чемпионом Европы среди профессионалов по кикбоксингу. Он знает в ринге все. Да, и здесь, ну, со спортивной точки зрения уже все было понятно. И, ну, заканчивать этот поединок избиением одного из спортсменов никакого смысла не было. Поэтому воздадим должное и рефери в ринге. Абсолютно профессиональное решение. Ну что ж, пометим у себя, что вслед за Тимуром Айляровым в полуфинал отправляется Алим Набиев. И вот хотелось бы еще заметить, очень многие, ну не то что критиковали, но отмечали по поводу Алима Набиева, когда он выступал в более низкой весовой категории, нехватку именно ударной мощи. Вот здесь мы увидели, что с весом приходит также и как раз та самая мощь. Алим очень умный, он может ударить вовремя. Найти тот момент, когда надо ударить. Это большая редкость. Здорово, молодец. Победитель самых престижных международных турниров Glory Prime W5 Сергей Харитонов. Дорогие друзья, Ну и Сергей Харитонов здесь, что тоже не может нас не радовать. Поединки в весовой категории до 76,2 килограмма. Победу нокаутом одержал боец красного угла Баку, Азербайджан, Алим Набиев. Ну что ж, пожалуй, мы сейчас увидели самый бесспорный финиш, самую бесспорную победу сегодняшнего дня. В основном поединки были очень ровные, очень конкурентные, но Алим Набиев просто камня на камне не оставил от своего оппонента. Получает заслуженные поздравления Алим Набиев. Сергей, несколько слов для сегодняшних уважаемых наших зрителей, для наших спортсменов. Добрый вечер. Мне очень приятно находиться на этом турнире, видеть такие интересные зрелищные бои. Ребята демонстрируют настоящий борцовский дух. Хочу пожелать всем удачи, здоровья, ну и успеха во всех начинаниях. Спасибо большое. Много говорить не буду. Отличные бои, отличные поединки. Ждем главного боя вечера. Ну что ж, дорогие друзья, огромное спасибо.